В общем, как вы поняли, мы вначале заблудились. Спрашивали дорогу у людей, разворачивались несколько раз. Здесь вот кругом степь, грязь. Сирата хапнула горе сегодня. Жора, а сейчас что? Прости, пожалуйста. Мы уже час едем. Развернуться надо. Опять развернуться? Да, просто проехали чуть-чуть. Жора, что, может, обратно? Я знаю, как отсюда выехать. Сейчас обратно поедем, не переживай. Просто надо кое-что сделать быстро и все. Наконец-то добрались, я снимал индюков, а Жора сходила в уличный туалет. Смотрите, какая счастливая. Ты космос, детка! Бенька забья салам. Сейчас мы... Нет. По идее, я просто не выспался и был немножко злой. Автобус ауылға келдік. Не үшін келгенімді әлі түсінбей қалдым. Жора хочет сама подоить кобылку. Саумал хочет. Вот это поворот! Нас встретили очень приятные люди. Было очень приятно с ними общаться. Классная атмосфера. И тут Жора начала доить кобылку. Она так увлеченно это делала. А я стоял, снимал это все. Раньше я, походу, видел это только по телевизору. На фото сними еще. А Татишка тоже зря времени не терял и показал мастер-класс. В этом образе Жора мне напомнила рекламу «Домик в деревне». Будешь? Меня хотели шокировать, и меня шокировали. Саудым. Саумалата. Саумал. А потом произошло то, что я вообще не ожидал. Она с таким удовольствием начала пить этот саумал прямо с ведра. Ага, прямо от души жесть. С одной стороны, я был шокирован. Вкусно. Но если так посмотреть, это желание моей девушки. Надо было выполнить и приехать. Потом нам накрыли стол, я попил чая на кумыс. Очень много кумыса. Ты что уже попила? Вот тебе опять надо, да? Хочу, да. Тажалсың сен? Пожалуйста, не о. Жора, алқаш.